Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чего вам ждать со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. В корне рисунка у меня два человека, которые над собой держат просто какую-то гигантскую монету, которая гораздо больше, чем они сами. Два человека. Вообще очень похожи на мужчину и женщину. Либо люди по характеру. Один более такой жесткий, другой более такой нежный. И так может отыграться. Вы все разные, понятно, что у каждого будет своя история. Здесь именно для двоих, либо на двоих идет какой-то очень крутой доход, прекрасный заработок, какая-то серьезная такая основательная сумма денег. Да? Люди это получают, над головой держат, значит, заработали, либо получили честным трудом, да, за что-то. Не просто так, на, держи, иди, а именно за работу, за какие-то конкретные действия. Может быть, вы добивались этих денег, этой суммы. Может быть, вы кропотливо работали. Может быть, вы еще что-то сделали. Но на двоих идет очень крутая сумма на двоих. Оба очень рады этому моменту. Причем женщина вложилась как будто бы больше, чем мужчина. Либо человек, который обладает больше такими женскими качествами. Здесь это очень четко указано. Но, тем не менее, эту денежку вы либо ровно поделите на двоих, либо вдвоем будете ею пользоваться. В любом случае, событие очень классное. Опять же, вы видите, на таком холмике стоите вдвоем. То есть идет подъем в прямом смысле слова. Да? Вы будете себя чувствовать более комфортно, вы сможете себе позволить то, чего раньше не позволяли, да? Осуществить какие-то свои желания и мечты. Денежка идет. Благо идет, прибыль идет, да, возможность идет. Так, дальше. Здесь у меня другая женщина. Женщина, которая протягивает вам обе руки. Помощь от женщины, причем женщина по такой длинной юбке, скорее всего, гораздо старше, чем вы. То есть она тянет к вам и руки, и помощь предлагает, и, как говорится, к вашим услугам. Нравитесь вы этой женщине, либо женщина к вам очень-очень хорошо относится. От нее только хорошие слова, хорошие действия, хорошие предложения и хорошие поступки. Вам следует с этой женщиной, я не знаю, общаться, да, помощь от этой женщины принимать. В принципе, тут все во благо, как говорится, все замечательно. Следующий момент. Здесь у вас хвостик из прошлого. Какое-то дело, какая-то ситуация, которую вы в свое время либо отложили, либо, в принципе, решили как не доводить до ума. Здесь станет очень остро этот вопрос, вплоть до того, что вам придется отложить какие-то свои дела в сегодняшнем дне и заняться этим вопросом из прошлого. Не скупитесь на время, не откладывайте в очередной раз долгий ящик, постарайтесь все максимально быстро сделать, доделать, и, как говорится, поставить точку. Это очень важно. Все хвосты убираем. Так, еще вас куда-то будут звать, приглашать, вызывать. У каждого отыграется по-своему. Я понимаю, что вы очень заняты, я понимаю, что вам не до каких-то визитов, посещений, но тем не менее, вот такое настойчивое приглашение скорректирует ваши планы. Да? Что-то вы будете опять от чего-то отказываться, что-то отодвигать, что-то пересматривать, и вот будете посещать то место, куда вас позовут, где вас пригласят. В принципе, плохого я не вижу, но вижу, что вы будете немножко недовольны, да? Потому что все пришлось поменять. Так, по поводу дорог. Дороги у нас все стандартные. Вот все то,
что вы обычно делаете, да, все те маршруты, которые вы обычно проходите, проезжаете. Ничего новенького здесь у вас не вижу. Но кроме одной какой-то очень ранней дороги. Прям очень-очень рано вам придется куда-то пойти, либо с кем-то пойти, поехать. Да, и вот такой момент у вас вышел. Прям очень ранняя дорога. Так, еще я вижу, что вы как-то поздно ложитесь спать, либо будете поздно ложиться спать. Знаете, это чревато. Чревато головными болями, рассеянностью и снижением иммунитета. Я понимаю, что загруженность может быть выше лимита, да, но тем не менее, ребят, старайтесь все-таки сну уделять достаточно времени. И старайтесь все-таки ложиться как не за полночь, а хотя бы до 12. Так, и еще я вижу здесь у женщины из-за мужчины, либо по вине мужчины, будет какое-то переживание и бессонная ночь. Может быть, мужчина где-то задержится, либо мужчина, например, должен приехать и задержится в пути. Вы будете его ждать, вы будете там в окна выглядывать, где же ты делся? Да, опять же, мужчина может уехать в командировку, допустим, там сел телефон, а он об этом не подумал. Там спит себе спокойненько, а вы вся сидите и дергаетесь. Ой, он мне не звонит, а что с ним случилось, а как он, а где он? Да, такое переживание. Девочки, примите меры, договоритесь о каком-то общении между вами, да, что вот если он куда-то приедет, доедет, пусть обязательно сообщит. Вот прям не забудет, а сообщит. Либо, не знаю, маячок ему что ли поставьте на телефон, там, геолокацию поставьте, чтобы вы понимали, где он, да, чтобы вы так не нервничали и себя не накручивали. В принципе, с ним ничего плохого я не вижу. Я вижу с вами вот такое нервное состояние, когда вы переживаете очень сильно. Опять же, это может быть муж, это может быть любимый, это может быть взрослый сын. Да. То есть надо заранее принять меры, либо договориться, проговорить всю эту ситуацию. Так, левая сторона. С левой стороны здесь человек похож на шута в таком шутовском, я не знаю, колпаке с этими бубенчиками. То есть у одних отыграется, что человек будет шутить в вашу сторону, и вам это не понравится, да, будет прям глаз дергаться на этого человека, выведет вас из себя. А у других отыграется, что человек действительно какой-то глупый поступок, какое-то глупое поведение. Значит, мои хорошие, в первом и во втором случае человек пытается привлечь ваше внимание. Хотите верьте, хотите нет, но именно идет такая ситуация. Человеку важно вас вывести на эмоцию, на любую. Ему вообще все равно, какая у вас будет эмоция. Это может быть как мужчина, так и женщина. Меня смотрят и мужчины, и женщины. Да? То есть для женщины это мужчина, для мужчины это женщина. То есть человек своим таким шутовским глупым поведением пытается вывести вас на эмоции. Для чего он это делает? Для чего она это делает? Для того, чтобы понять, что вы неравнодушны. Даже если вы агрессируете, уже, да, для этого человека большой плюс. То есть, она либо он ко мне неравнодушен. Человек прям несколько дней подряд может пытаться вас выводить на эту эмоцию. Если этот человек прям совсем вам не интересен, противен, может быть, даже, да, тогда старайтесь не выказывать свои эмоции, просто тотальное равнодушие. Человек от вас отстанет. Если этот человек, в принципе, вам нравится, вы не против, например, там ближе познакомиться, пообщаться, так и скажите, что не надо меня тут, извините, передо мной эти цирковые представления разыгрывать, давай просто поговорим, либо давай с тобой куда-нибудь сходим, пообщаемся. То есть в таком ключе нужно общаться с этим человеком. Может быть, действительно человек, знаете, влюбился, потерял разум и ведет себя как шут гороховый, либо шутиха, да? А вы не понимаете, вы думаете совершенно обратное. Так, еще здесь чье-то здоровье, но это не ваше здоровье, это чье-то здоровье, и здесь человек прикрывает какие-то свои поступки, проступки здоровьем. Не ругай меня, я болею, да? Либо я не смог, потому что я заболел. Или я самый больной человек, вот все мне помогайте, за меня делайте. Да, вот именно так человек будет обращаться. Вы знаете, что это всего лишь прикрытие, это ширма.
Да, у человека могут быть какие-то заболевания, какие-то состояния, но человек вполне дееспособен. А то, что человек не сделал, либо пытается делегировать, это просто лень. Лень и нежелание брать на себя ответственность, либо просто шевелить попой. Да? Проще сказать, что нет, я болею, у меня нет сил, у меня там голова кружится, либо там температура высокая, где как ширмочкой прикрывается. Так, еще у вас тут скорпион. Скорпион, но без хвоста. То есть человек попытается вас, я не знаю, как припугнуть, напугать, там, себе цену понабивать. Да? Знаете, что этот скорпион не жалит? У него просто нет этого ядовитого хвоста. Это просто все тоже какая-то ширма, какая-то иллюзия. Не могу сказать, где вы встретитесь с таким человеком, либо по какому вопросу вы будете общаться. Но, тем не менее, тут понты. Вот в чистом виде понты идут. Да? Не дайте себя запугать и не надо плясать по чужую дудку. Так, еще какой-то звоночек вам идет. Звоночек, который вы очень долго ждали. Ждали, надеялись, и вот он раздастся, этот звоночек. Очень много положительных эмоций у вас, очень много. Вот сам момент, да, идет этот звоночек, вы читаете, например, от кого, и прямо сердце в пятки уходит, да, от радости, причем не от страха, а от радости. Вот. Но сам по себе разговор будет какой-то слишком пустой, ни о чем, и какой-то короткий будет разговор. То ли вы так сильно обрадуетесь, на радостях ничего сказать не сможете, то ли человек, который будет вам звонить, ну, какую-то прям короткую информацию вам сообщит, скажет, ну все, типа, там, до встречи, да, на созвоне. Вот такой момент. То есть какой-то осадочек неприятный у вас останется. То есть тут радость, что да, звоночек все-таки состоялся, и тут же осадочек может остаться. Так, еще важный разговор между мужем и женой. Либо в паре, да, люди, например, которые уже считают друг друга мужем и женой, либо вы официально в браке, да, вы муж и жена. Очень важный разговор. Вы о чем-то будете говорить, договариваться. Знаете, какой-то вопрос будет стоять ребром. Здесь не будет каких-то ответвлений. Здесь будет одно четкое решение, один четкий договор, который и мужчина, и женщина будут соблюдать. Да? То есть они согласятся, что да, я где-то уступлю, либо я где-то ужмусь, но вот будет именно так. Мои хорошие, договор договором, обязательства обязательствами, но, к большому сожалению, возможно, не все и не сразу начнет выполняться вот так, как вы договорились. И тут не только мужчина может косячить, но и вы. Ну и вы, моя хорошая, извините, но вот вижу, что договор будет соблюдаться в полсилы. Может быть, это только поначалу, пока вы не привыкнете. А у кого-то отыграется, что так оно и будет. Но самое главное, как я понимаю, то, что вы поговорите. Вы наконец-таки поговорите и проговорите. Проговорите какие-то свои обиды, то, что вам не нравится, то, что вам хочется. Да? Наконец-таки разговор состоится. Непростой разговор. И да, возможно, кто-то будет переходить на более высокую тональность. Да? Но тем не менее разговор этот очень важен. Так, еще. Кто-то будет стучаться в закрытую дверь, причем в прямом смысле закрытую дверь. Да, может быть, вы куда-то пойдете, кому-то пойдете, человека не окажется дома. Либо учреждение, организация, например, не работает, там обеденный перерыв, там, переучет, да что угодно может быть. То есть, да, какая-то пустая вам дорога идет, почему-то вы очень сильно расстроитесь. Мои хорошие, чтобы так не происходило, возьмите за правило, перед тем, как выходить из дома, созванивайтесь, звоните, спрашивайте, а вы работаете, а вы дома, а вы принимаете, да? И тогда вот таких неприятных историй просто не будет, таких пустых дорог тоже не будет, закрытых дверей перед вами не будет. Так, еще здесь два человека, они вместе, они чем-то вместе занимаются, очень похоже, как либо убирают, либо готовят, причем, ну вот действительно поровну делают. И это очень приятно будет. Я не знаю, может быть, с дочкой, с сыном вы будете что-то вместе делать, может быть, с мужем, с любимым человеком, там, с кем-то из родителей. Очень хорошо вы проведете время. Несмотря на то, что вы работаете, да, кто-то готовит, кто-то убирает, тем не менее, прям очень сблизит вас эта ситуация. Прям почувствуйте, что вы единое целое, что вы одна команда. Замечательно.
Так, еще вот здесь мужчина, только, знаете, как наковальня стоит, да, и он что-то прям такое горячее начинает ковать. Но это работа, это новая работа, это новая занятость, новый вид деятельности. Это то, что человеку нравится, либо человек полностью будет поглощен этим процессом. Но это именно для мужчины идет. Если вы мужчина, смотрите мою цыпочку, готовьтесь, новое дело прямо у вас на носу. Новая работа, новое дело. Если вы женщина, то у вашего близкого мужчины идет интенсивная работа, причем такая, знаете, горячая работа. Я не могу сказать, понравится, не понравится, но вижу, что человек будет полностью в это, этим поглощен, да, вот 100% вовлечение идет. Человек может очень поздно приходить, очень рано уходить, но это действительно работа. Человек будет занят конкретной работой. В венце стоите вы, стоите за какой-то трибуной, смотрите влево, у вас монетка перед глазами, а за монетой рыбка. Какое-то выступление, какой-то доклад. Это не обязательно, что вы прям за трибуну встаете, да, и толкаете речь. Вы можете перед кем-то держать ответ, да, вас могут, там, начальник может вызвать и расспросить о вашей работе, о каких-то событиях, о каких-то ситуациях. Вы можете в кругу друзей, да, о чем-то рассказывать, говорить там, родственникам своим. Смотрите, за ваши слова, за ваше это выступление, за вашу эту речь вам будет дана монетка, и в будущем вам будет обещана рыбка. Ну, допустим, да, вы говорите со своим начальником, и начальник говорит: ой, какая умничка, какой молодец, да, вот у меня работает, я тебе повышу зарплату, да, то есть там, может быть, незначительно, но повысит. А в будущем, так и говорит, я буду тебе там через какое-то время еще повышать, либо я там выпишу тебе еще премию плюсом, да, но не в этом месяце, а в следующем. То есть, да, обещано. То есть, в принципе, очень хороший знак. То есть вы этого разговора не ждете, вы не ждете, что вы с кем-то будете общаться, либо перед кем-то речь толкать, да, ответ держать, но это будет. И это вам идет именно на благо, во благо, потому что вы получаете сначала монеточку, а в будущем вы получите рыбочку. Хорошие знаки, замечательные. Так, и еще в центре у вас цветочек вышел, но цветочек какой-то не очень правильной формы. Это неплохо, просто это говорит о том, что хотелось бы больше, а получим как всегда, да? Не в том объеме, как нам хотелось. Это какой-то праздник, это какое-то удовольствие, это какая-то радость. Конечно, хотелось бы, чтобы каждый день вашей жизни был праздник, но здесь радость и праздник идут немножко дозированные. Мои хорошие, научитесь принимать от жизни то, что она вам дает. Поверьте, это не первый и не последний праздник, да, не первая, не последняя радость. Все еще будет. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.